И еще раз прошу прощения за то, что вчера я 2 раза пыталась, но так и не смогла. Но в итоге мы провели интервью в Инсте, и было хорошо. Было классно, поговорили очень душевно. Здрасте, Айзаточка. Всех рада видеть. Я вчера задала вопрос по поводу елки новогодней. Знаете, вот эти вот восторженные отзывы. «О, какая у нас елка! Как у нас все классно!» Меня так бесит. Я не знаю, не обижайтесь. Те, кто восхищался, даже не обижайтесь. Ну, потому что, блин, ну такой колхоз, ну, ребят. Ну, давай лукмет. Натуральный айлокмет. Ну, я не знаю, ну, у нас мэрия когда-нибудь будет, блин, городской, а не сельской. Ну, это можно, ну что, ну, слушайте, такие деньги истратить на украшения и в итоге поставить какого-то дохлого тигра и страшную елку. Ну, я не могу, ну, правда. Ну, лучше бы без этого обошлись, честное слово. Вы видели вон во Фламинго? У меня все подружки там побывали с детьми. Слушайте, как люди украсили вот эту вот площадь, да, во Фламинго. Да это, блин, и причем не столько миллионов затратили, ну серьезно. Это же, ну реально, это же грустно мне. Здрасте, Ирисай. Татьяночка, здрасте. Ну правда, ну блин, я не знаю, мне правда грустно очень. Неужели нельзя было прилично сделать? Ну почему все время все по-мырчарски у нас? Ну посмотрите на тех же узбеков, таджиков, тех же, да, которые... Ну, у них какие приличные города, столицы. И знаете, что меня больше всего бесит? Я беседовала со знакомыми своими тоже, в том числе там подписчики были, и говорю, и вот это вот все говорю о том, что ну, вот это вот когда-нибудь вот колхоз закончится у нас в столице, да, я как жительница столицы, блин, я хочу жить в столице, а не в Айлукмете, да, не в селе в каком-то. И мне говорят, слушай, почему ты все время скафнишь? Вот ты, говорит, не патриот, ты вообще не патриот, потому что ты все время в негативе, у тебя все время какой-то скаф по поводу все, что у нас плохо. И вот ты, говорит, не патриот. А я на них посмотрела, знаете, что я сказала? Я говорю, патриот я до мозга костей, а вы не патриоты. Потому что никогда не бывает прогресса, когда гладят по голове. Невозможно добиться ничего большего, высокого, лучшего, если все время хвалить. Надо все время держать в тонусе. Надо все время указывать на недостатки. Это единственный путь к совершенству. Тогда, когда ты постоянно указываешь на то, что есть вещи, над которыми нужно работать. Особенно здесь, когда это объективно. Что за позорное украшение? Что за елка сама? Какой-то конус. Ну что? Разве это не правда? Ну правда же. Не бывает совершенства без критики. Не бывает развития без постоянной, неустанной работы над собой. Вы посмотрите на тротуар. Я сейчас хожу на курсы, да, по одной и той же дороге. Это же не тротуары, это же верблюжья тропа какая-то. Это прыгаешь вот так от харчка до харчка. Это огромное количество слюней на дороге. Причем хер его непонятно, инфицированных каких-то слюней. Послушайте, это же об этом надо говорить. Нельзя молчать. Об этом нужно кричать. И в это нужно мордой тыкать. Ты вот харкнул мордой, как котенка, вот в этом тебя потаскай, измажь твою моську, чтобы ты просто почувствовал, что это за мерзость. И потом миллион раз думал, чтобы не плевать больше на улице. То же самое с этой поганой елкой. Не пойду никогда в жизни на эту площадь фотографироваться на фоне этого ужаса. Да не ужас это.
Да хоть вы мне тут заорите, что иллюминация, да ёлк, да позор это. Не, посмотрите на весь мир уже ушел к тому, что дизайнеров для елок нанимают. И это стоит копейки. Они миллионы вложили туда. Где там миллионы? Скажите мне, где миллионы на этой елке, на этой площади? Ну это вообще на супер идиотов рассчитано, которые никогда в жизни ничего не видели. Никогда в жизни не выезжали дальше своего села, для которых эта елка, это, о, боже, наш хан это сделал, какое счастье! О, давайте его прославим, выстроимся в ряд. Я сейчас прочитала новость, что его кортеж, пока ехал там по какому-то селу, заставили выстроиться бюджетников, госслужащих, чтобы они стояли и делали вот так. Поехал Садыр! Привет, Садыр мой! О, мой хан! Давай я тебе ноги поцелую. Ну вы чё? Ребят, это чё? И вы мне говорите, что я не патриот? Я тот человек, который не болеет за Русь? Да не патриоты, это вы, которые хаваете это все. Сидите, хаваете и молча терпите то, что с вами делают. Молча терпите и жрете всю ту лапшу, которую вам вешают на уши. Все то, что вам каждый день вещают с этого долбаного КТРа, все то, что вам каждый день говорят с этой трибуны долбаной, все про эти выборы, что они были самые честные в истории Кыргызстана и прошли, блядь, 5 провластных партий, о которых никто вообще в жизни не слышал до этого. Никто! Самые честные выборы за всю историю Кыргызстана. Да вы вообще что ли с ума сошли? Вы вообще потеряли связь с реальностью, люди. Да из вас просто сделали рабов. И вы молча это хаваете. Айджана молчит. Я молчу уже, много молчу на эту тему. Я даже рот не открываю в адрес этих дебилов. Просто по той простой причине, что я понимаю, бесполезно. Потому что я говорю, ору, кричу, кулаком по столу бью. Бесполезно. Бесполезно. Все равно делают то, что те же бюджетники, которые выперлись встречать кортеж этих двух товарищей, да, что они, кто их заставил, чтобы под пулей заставили выйти? Да скажи, пошел нахер отсюда. Да пошел ты в жопу! Еще я буду тебя здесь встречать? Ты вначале сделай, чтобы у меня продукты подешевели. Ты, скотина, за которого я там орала стояла. Ты, идиот! Сделай мне жизнь нормальную. Ты посмотри на цены. Ты мне говоришь, что у меня здесь в стране продовольствие стало, промышленность стала развиваться, кумтор наш. Толку от этого все, толку. Кумтор ваш, да, толку. Народ нищий, нищий народ. Новый год на носу, Новый год. Ни у кого, с кем бы я ни разговаривала, нет ни одной мысли о том, как отмечать. Настолько огромная разница между богатым населением, маленьким процентом, и нищей массой, которая живет за чертой бедности. Нищенствует, не может себе позволить элементарной продуктовой корзины. И эти сидят и продолжают верить вот в этого придурочного Бога, которого они сами себе придумали, нарисовали, придумали и молятся на него. Вы, ребята, вы вообще в адеквате? Что вы делаете? Вы вообще что за люди такие? У вас есть элементарная какая-то человеческая гордость. Так вас же просто сейчас растоптали, из вас сделали биомусор. На самом деле, вы видели, что происходит в новостях? Вы видели, что происходит на рынках? Вы видели, что происходит на мировой политической арене? Никто из нами вообще не считается. Нас в принципе считают отбросами, нас уже считают частью Китая. Нас в принципе уже считают частью какого-нибудь большого соседа. И это будет
Это будет, и это должно этим все закончиться. Благодаря вот этим дебилам, которые выходят и говорят, да, давай, вперед! Это просто же биомусор, который уже на самом деле реально должен перестать существовать. Я реально возмущена тем, что вот эта маленькая поганая елка, но это отражение того, что происходит в этой стране. Вот эта елка, это показатель. Сколько? 120 миллионов или 15 миллионов? Сколько там, напомните, кто помнит, сколько миллионов они истратили на украшение этой площади? Вот в этом вся наша жизнь в этой стране. Вот такая позорная, пыль в глазашная елка за 150 миллионов, и при этом голодающий народ вокруг этой елки, который ходит и говорит, да, я за тебя, да, потому что ты мой земляк, и ты мой земляк, мы вернем сюда Бакиевых, ура, хорошо будет. Вы понимаете, что этот идиотизм, он никогда не закончится. Не закончится просто, поэтому я молчу, поэтому я заткнулась. Поэтому я ни слова больше не говорю на эту тему, потому что я понимаю, что это бесполезно. Я понимаю, что это все ведет лишь к тому, что люди деградировали, отупели. Люди настолько отупели, что им покажи палец, и они будут думать, что это так надо. Полоумные, понимаете? Полоумные люди, которые реально, искренне верят в то, что их ведут к светлому будущему. И это больно, это капец обидно. Потому что это на самом деле ведут их на убой. И это реально охренеть как обидно. Ребята, я уеду отсюда. Я вам серьезно говорю. Вот все, кто сейчас мне там пишет, да, все, кто мне вот это говорит, обижают, оскорбляют. Да срать я хотела на ваше оскорбление, правда. Искренне, я за 2 года уже так привыкла, и что я только не наслушалась, не насмотрелась. Я искренне хочу сказать, я могу отсюда уехать. 5 секунд, соберу маму, меня здесь ничего не держит. Я соберу маму, соберу манатки и свалю. И живите здесь как хотите. Я со своим русским, английским, французским в любой стране устроюсь. С моими мозгами, с моим интеллектом и с моими знаниями. Мне жалко родину. Мне больно за мою землю, за мои горы, за мое озеро. За моих предков, которые похоронены в этой земле. И мне жалко, что сейчас вот эта вот биомасса, которая живет в этой стране, которая делает все для того, чтобы уничтожить остатки былого величия кыргызов, да, вот эта биомасса не знает того, что элементарно на поверхности, и видно, что их просто убивают. И это убийство, это реальное членовредительство и геноцид. Понимаете? И вот самое ужасное, что не понимают. Самое ужасное, что это продажная масса фейков, которая сидит в Фейсбуке, которая сидит в Инстаграме, в ТикТоке, которая перебегает родственников масса этих друзей, да, вот этой нынешней власти, которые сидят и на каждое видео, на каждый пост реагируют. Это же как раз таки те люди, это те штрейбрехеры, которые предатели Родины. И будь моя воля, и у меня власть, ребята, я клянусь, я вычислила бы всех по IP-адресам, выставила бы, блядь, на площадь и расстреляла собственными руками. Потому что такие люди не нужны Кыргызстану. Потому что Кыргызстан с ними утонет. Потому что будущего у Кыргызстана с этим народом не будет. Потому что этот народ продался. Этот народ не видит того, что с ним делают. И я уже молчу, я уже заткнулась, я уже ничего не говорю. Но тем не менее, вот эта елка долбаная, она заставила меня высказать все то, о чем я молчала уже давно, и о чем я думала, и что я хотела сказать. И сейчас я это высказала.
И мне станет легче, и мне плевать на то, что люди говорят и что пишут эти фейки. Мне реально плевать. Потому что я говорю как истинный патриот, как человек, который боролся против клана Джейнбековых, который боролся и выходил на каждый митинг против коррупционера Раима. Я тот человек, который вытащил, по сути, Садыра из тюрьмы. Я тот человек, который устроил митинг 5 октября. Я тот человек, который первый вышел на площадь и устроил революцию. Я тот человек. И я имею право говорить все то, что я хочу говорить. Понятно? И если вам не нравится, пошли нахуй отсюда все. Нахуй пошли к своему Садыру и идите лежите ему жопу. И не приходите ко мне на прямые эфиры, не заходите на мои страницы, потому что вы все продажные твари, и вы все сгноите в тюрьме, когда поменяется власть. Вы все будете наказаны за то, что вы продавали Родину и позволили вот этой шобле, вот этим аферистам вытворить все самое ужасное, то, что мы сейчас имеем. Так что вот так что. Да, сука, Асанов Бекбай, ты, мырчок, я монголка и потомок Чингисхана а ты кто? Потомок батрака? Мне так с тобой разговаривать? Ты же по-другому не умеешь, ты, мразь! Ты же бандюган, бывший зэк или будущий. Ты по-другому не умеешь, Ты, мырчок, пошел нахуй отсюда, Вот так хотите, чтобы я разговаривала? Потому что только так вы слышите. Потому что только так вы реагируете на правду. Когда вас матерят, потому что когда вам грамотным литературным языком говоришь, пытаешь объяснить, пытаешься на что-то открыть глаза, вы тупите. Нахуй пошел отсюда, Так с тобой надо разговаривать. Потому что вы не знаете, как разговаривать на нормальном человеческом языке. Вы не знаете, как понимать людей, которые говорят правильные, грамотные вещи. Вы разговариваете только на языке быдла и бандитов. Потому что вы сами зэки. Потому что ваш шеф зэк. Потому что вы сами вылезли откуда? Из одного места. Да, Джиндо. Да, ужас. Нахуй иди отсюда. Я вам серьезно говорю, ребят, каждого буду посылать. И буду разговаривать по фене. Что вы думаете, не умеет? Не умею? Прекрасно умею. Аллаве. Здрасте, ребят, всем. Всем привет. Давайте отваливайтесь, Отваливайтесь, те, кто здесь сидит просто для того, чтобы поскафнить, отработать деньги. Нахуй иди отсюда, Чучко. Сам Чучко. А ты сам кто? Кочкор? Этот вонючий кочкор, да? Который бараном воняет, кочкором, да? Говном еще, да? Так с тобой разговаривать? Ты же не понимаешь по-русски. Че сидишь здесь? Пошел нахуй отсюда. Слово хуй понимаешь? Нахуй иди отсюда. Если ору, значит надо. Ладно. Бактыгуль, фотографию жібербечі мне. Скинь в личку. Говорю, посмотрю на тебя, сен қандай чочко, же эмне уй, же эмне красотка вы. Бактыгуль, Жақыпова.
фотографию скинь, Ахмак, зечка, скинь. Знаете, самое мерзкое что? Самое что мерзкое, то что вот эти люди, понимаете, это же ведь тоже люди. Это же ведь тоже люди. И вот за каждым вот этим аккаунтом фейковым сидит же человек. Человек, который сидит и которому не лень, которому совесть позволяет брать деньги за то, чтобы просто сидеть и клеветать, и писать гадости людям, которые действительно за что-то переживают в этой стране. Да, меня могут завтра в тюрьму посадить. Да, я плевать хотела на это. Ну посадите, ну хорошо, ну в тюрьме посижу. Похудею, вот успокоятся мои эти фейки, успокоятся. Похудевшая буду, стройная перед вами ходить. Ну тюрьма мне на пользу пойдет. Ну давайте сделаем все, что нужно. Давайте закроем рты всем, кто хочет хоть какую-то правду доносить. Потому что вот эта эйфория, вот эта вот потрясающая трусливость, которая есть сейчас во всей стране, это же ведь правда реально страшно. Ведь люди боятся сказать правду. Ну, даже если меня убьют завтра, ребят, моя совесть настолько чиста, что я боролась, кричала, болела за родину, за свою землю, за отца, который здесь в этой земле лежит, за своих предков, которые ради этой страны воевали. И мне больно от того, что я одна осталась на этой поле битвы, понимаете? То, что люди, которые могли бы сейчас тоже сказать: да, но мы же видим, мы же ходим на базары, мы же ходим по магазинам, мы же заправляемся бензином. Ну да, мы же видим, что происходит. Ну почему так, скажите мне? Но ведь это же грех. Это же грех, истинный грех, так ненавидеть свою родину, свой народ. Корни, которые дали тебе все, которые питали тебя на протяжении всей жизни. Но ведь это же горе, что нет людей, готовых просто реально взять и открыть глаза всем остальным. А те, которые молчат, которые поддакивают просто для того, чтобы получить маленький кусок от пирога, ведь это же предатели. Ведь это же на самом деле истинные предатели Родины. Это истинные предатели своего собственного народа и своих предков. Это реально очень больно, обидно и грустно. И я уже не знаю, что с этим делать, правда. И мне хочется что-то сделать, но у меня нет желания, у меня даже нет уже сил с этим бороться. Я поэтому ушла, если честно, в подполье, да, я занимаюсь там своими делами, я хожу на учебу, я занимаюсь своими какими-то личными вещами. Я перестала в это залазить во все. Но я просто понимаю, что оказывается больше некому. Оказывается, правда, больше некому. Никто не может сказать правду, все боятся. Настолько страшно запугали, настолько страху нагнали, что все боятся. Страшно. Вот сторонники Садыры Джапарова и остальных, вот скажите мне, давайте по-спокойному, да, не оскорбляйте, но вот по-спокойному, я вас не буду тоже посылать никуда, скажите мне объективно, как люди, а что он сделал сейчас за год, уже больше, чем за год, чтобы наша жизнь стала лучше? Скажите, пожалуйста. Мне просто правда интересно.
Вот те, кто поддерживает Садыра Джапарова, все, кто поддерживает нынешнюю власть, скажите мне, что лично для вас изменилось с момента, как они пришли к власти? Вот Асанов Бигбай, скажи, пожалуйста, что изменилось для тебя, кроме того, что ты деньги зарабатываешь за свой фейковый аккаунт? Для тебя, как вот в стране, что изменилось? Ты стал лучше жить, у тебя зарплата поднялась, воздух чище стал, или что изменилось? По правде скажите, ответьте правду. Рит, здрасте. У нас на самом деле монархия, Рит. У нас нет одного президента, у нас есть монаршая семья. В данном случае друзья. Они вот монаршие особы, которые занимают... У нас нет президента, у нас есть монархия. Просто нужно же как бы правде в глаза смотреть. И очевидно, люди к этому и... Купил новый Мерседес. Классный, супер, я очень рада за них. Еще один... Я против всех, а что Атамбаев сделал? Я вообще ни разу не атамбаевская сторонница, ребят. Бигбай, вот ты меня ругаешь, думаешь, что я атамбаевская сторонница. Я шла с партией сына Атамбаева, Тимирлана Султанбекова. Но я ни разу не сторонница Атамбаева и ни разу не выходила и не кричала «свободу Атамбаеву». Я считаю, что он заслужил и заслуженно там сидит. И по справедливости, по суду должен решаться его вопрос. Понимаешь? Я ведь не навязываю своего мнения, не оправдываю никого. Я конкретно здесь сейчас говорю про то, что Бакиев, Атамбаев, Акаев, Джейнбеков, сегодня уже Садыр Джапаров, они что сделали для страны? 30 лет мы живем. Тебе нравится, Бигбай, жить в той стране, в которой ты живешь? И скажи мне честно, ты когда-нибудь выезжал за границу? Ты был когда-нибудь в Германии, во Франции, в Америке? Ты знаешь, как там люди живут, Бигбай? Ты хоть раз был за границей? Хоть раз видел что-нибудь, кроме Кыргызстана? А, Бигбай? Ты был за границей, айтче? Почему нагло врешь? Посмотри мою биографию Алтыным, пожалуйста. Посмотри, солнце мое. Бигбай, скажи, ты был за границей? Ты видел, как там живут? И скажи мне честно, тебе нравится то, что ты видишь сейчас? Вот о чем и речь, ребят. Богатели только те, кто всегда сидел у власти. И поверьте мне, они не меняются. Это постоянная смена поколений. Все те, кто сидели при Акаеве, потом плавно перебежали к Бакиеву, потом плавно перебежали к Атамбаеву, потом перебежали к Джейнбекову, сейчас к Джапарову. Это все те люди, которые сидели с момента распада СССР. Все те люди, их дети, их потомки уже. И только мы с вами, Бигбай, сидим и ругаемся в Фейсбуке. Это мы сидим с Бигбаем и ругаемся в Фейсбуке. А он заладил пластинку Атамбаев тын шоха сысы. И тиджаным. Да, хоть бы раз я видела этого Атамбаева в лицо, чтобы быть его шохой. И хоть бы копейку от него получила. И как лоханулась, да? Надо было все-таки чьей-нибудь шохой стать. Знаешь, в чем понт, Бигбай? Разница между мной и тобой. В том, что я никогда ничьей шохой не была. И ни за какого президента глотку не рвала. Я всегда рву глотку за страну, за родину, за народ. Мне посрать на людей, на президентов, на их родственников, на всю власть. Я борюсь за права своего народа, за будущее детей наших, кыргызов, за свою землю. А разница между мной и тобой в том, что ты шоха, понимаешь? Ты шавка. Ты шавка. Ты шавка. Ты тявкаешь, только по приказу. Потому что самостоятельно вот так выйти в эфир
И сказать всю правду ты не можешь. У тебя никогда не хватит духу выйти в эфир и сказать все то, что ты думаешь. Да? И вот, пожалуйста, если ты такой трус, иди дальше. Сиди у ног своего хозяина. Акжол Айдаров, да, я 30 лет толстела, и вот сейчас специально для тебя похудею. Похудею, и потом что ты мне напишешь? Что я толстая была, сейчас стала худая, страшная? Или ты напишешь, что я проститутка? Или ты напишешь, что я... как еще можно обозвать женщину? Ну, как-нибудь еще придумаешь, да, как бы меня оскорбить. Да? Мне самое интересное, знаете, что у этих людей даже фантазии не хватает. Оскорбить как-нибудь правдиво, понимаете, на правду-то не обижаются, да, толстая, я это знаю, да, семис толстая, чочко, уй, анан, что мне сделать? Я это знаю, все это знаю. Вы что знаете, кроме этого? Кроме того, что у вас есть хозяин, которому вы целуете зад. Что в вашей жизни есть? У вас есть душа, у вас есть патриотизм, любовь к родине, к народу. Нет? Мне очень жаль. Мне вас искренне жаль. Да, я толстая, но я классная. А вы несчастные. Несчастные, бедные люди, которые когда-нибудь, рано или поздно окажутся в аду. И там будут сидеть и вспоминать, ай, что же я наделал? А Мырсан когда-то предупреждала же. А вот... Байхуш Тубекбай, ладно, я с тобой уже спорить не буду. Ты явно больной человек, у которого фантазия, у которого мысли. И, ну, очень грустно мне. Ладно, дай Бог тебе выздоровления. Ладно, ребят, я не буду долго задерживаться, я не буду... много говорить, я просто, знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать, что когда-нибудь настанет день, ай, билем крышча, анан и мне глайн, крышча сүлейм бі, анан, орысча сүйлегенге адамдар эмне кылат? Эми орус тили официальный тил Кыргызстанда. И мозган секпе мага. Я уже даже на кыргызском материться научилась. Я хочу сказать, ребят, одна фундаментальная истина, которую нужно понимать сегодня. Маленькая правящая элита никогда не сможет победить целый народ. Никогда. И только вместе, только объединившись, мы можем противостоять маленькой кучке жалких воров. И единственное, к чему я могу призвать своих родственников, своих родственников по земле, родных, народ свой, к объединению, к тому, чтобы мы немножко начали смотреть по сторонам и чуть-чуть стали смелее, капельку, и стали бы понимать, что на самом деле мы сила. Любая власть не имеет под собой ничего, кроме народа. И единственный источник любой власти – это народ. Не будет народа, не будет никакой власти. Мы это должны помнить должны. Просто давайте действительно научимся слышать друг друга, научимся объединяться, научимся понимать друг друга и понимать разницу, когда ты лижешь жопу какому-то правителю, за одного топишь, либо тогда, когда ты борешься за целую страну и за целый народ. Вот это огромная разница. Разница в том, что ты подобострастно чинопочитаешь или заблюдствуешь, либо ты просто любишь Родину и борешься за то, чтобы Родина процветала. И если вы действительно верите в то, что
Рано или поздно вот эта власть, которую вы привели, за которую вы боретесь, и сменит ситуацию в стране, я поддержу вас. Я вас поддержу, обещаю. Я и так, в принципе, уже сейчас не говорю много. Я не выхожу в эфиры так часто, я не возмущаюсь. Я вас поддержу. Но если вы видите так же, как и я, вы ходите не с закрытыми глазами, ходите на базары, видите цены, вы видите вообще, что происходит. Если вы так же, как я, это видите, то тогда давайте объединяться. Давайте действительно объединяться в большие сообщества, против которых трудно будет выставить даже кордон милиции, против которых не сломают. Это единственное, что я могу сегодня предложить своему народу, людям, которых я люблю, искренне люблю. Всех, правда, даже тех же фейков, потому что, по сути, они действительно те же люди, наши люди. И мне правда очень жаль, что мы действительно сейчас настолько разрознены. Почему? Потому что какие-то люди приходят и целенаправленно это делают. Нас с вами ссорят, потому что это выгодно кому-то. Единый дружный народ – это самое страшное, что может случиться с властимущими. Потому что единый дружный народ – это один большой фронт, который может друг за друга постоять. И мне искренне жаль, что мы поддаемся на это все. Вот, так что, ребят, спасибо, что смотрели. Я извиняюсь еще раз за мат. Я обещала себе не материться, но, к сожалению, бывают моменты, когда очень трудно сдержаться, когда очень трудно передать литературным русским языком все то, что болит на сердце, да? Поэтому приходится использовать нецензурную брань, и она яснее и четче доносит мысль. Но, к сожалению, я понимаю, что это все опять же будет использовано против меня, но тем не менее я сказала то, что я считаю нужным, и готова нести за это ответственность. Поэтому в любом случае, что бы там ни было, я не жалею ни о чем. Мне правда искренне жаль, что мне искренне жаль, что мы такие стали разрозненные. И это очень грустно. И еще раз повторяю по поводу Атамбаева, ребят. Я никогда не была сторонницей Атамбаевой. Точно так же против него возмущалась. Я пошла с его детьми в партии, потому что это была на тот момент единственная партия, которая бросила вызов Джейнбекову. С Джейнбековым надо было бороться. Это был мой осознанный выбор, и я пошла с ними, но также я больше ни на какие выборы с ними не ходила. Так что я вас умоляю, давайте вы мне не будете портить нервы и навязывать какие-то ваши мысли. Я не обязана перед вами оправдываться, правда. Хотите так, пусть будет так, хотите не так, это вам выгодно. Видимо, вам платят за это. Я вас понимаю, Новый год на носу, всем хочется Новый год встретить. Но, тем не менее, мне очень жаль вас. Искренне жаль, потому что это те люди, которые... Вот ты, Зюмбелем, пошел нахуй отсюда, знаешь, правда. Ты вот фейк, который здесь сидит и который бах уж деньги отрабатывает. Так что иди, сходи, полежи жопу своему шефу. Полезным занятием займись, а то нехорошо. Вот. Так что, ребят, всем спасибо. Еще раз извини те, что вынуждена была вот таким образом поговорить. И очень рада всех видеть, правда, старых, новых друзей. Со мной много на самом деле людей, которые со мной постоянно, я вас обожаю. А те, кто периодически ко мне неожиданно заходят в эфиры, мне тоже спасибо, что присутствуете. Я рада новым знакомствам всегда. Приходите периодически. У меня иногда бывает не только про политику, бывает про какие-то другие вещи интересные. Так что со всеми рада познакомиться. Спасибо большое всем за хороший теплый комментарий. Новый год харам, ну окей, харам так харам, не отмечайте. Вот, поэтому очень рада со всеми познакомиться. Еще раз всем спасибо большое за то, что послушали мои вопли. Но, к сожалению, иногда надо выплеснуть это все. Все, я всех люблю, всех целую, всем
хорошей недели рабочей. Спокойной ночи. Пока.